Одним из самых больших, я бы сказал, просчетов Нурсултана Назарбаева тот, что действительно сам казахский народ должен был бы поставить ему в вину. Это то, что он продолжил советскую линию представления о казахах. Потому что изобразил себя в качестве создателя государства, коим он не является. Казахстанская государственность была до Назарбаева и будет после него. В советское время казахов фактически лишили самой идеи собственной государственности. Вы это тоже помните, что если вы приедете в Казахстан в 80-е или 90-е годы и захотите почитать историю Казахстана, нет этой истории. Нет, по сути, никакой истории Казахстана. Есть просто какие-то племена, которые разгуливают по степи, и главное достижение казахской цивилизации — это Джамбул Джабаев и Мухтар Уэзов. Точка. Почему? Потому что в самой советской историографии и подходе к исторической науке по непонятным причинам отрицалась идея кочевой государственности, хотя сама Москва является моделью этой кочевой государственности, фактически слямзленной у Золотой Орды. А Золотая Орда была кочевой государственностью. А Московское княжество — это ремейк Золотой Орды. Просто бледная тень старой империи. Но, тем не менее, было принято всегда считать, что вот в Москве государственность есть, а монголо-татары государственности не имели. Это была просто некая там кибитка, в которую нужно было приехать, чтобы получить право править в Москве, перед этим там во Владимире. Не имеет значения. Суть не в этом. Суть в том, что казахский народ имел государственность в разных видах долгие столетия. Да, это была кочевая государственность, тогда у очень многих народов была такая государственность. И эта государственность имела большие исторические и цивилизационные, и культурные корни. И когда Казахстан вновь стал независимым государством, Назарбаеву захотелось эту государственность кочевую как бы там отнести, как будто это какой-то древний Рим, не имеющий отношения к современным казахам. А он отец современного Казахстана. И мать. Же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек. И тогда, понимаете, когда вы это говорите, у казаха ничего не было, просто пришел какой-то первый секретарь ЦК Компартии, создал им государство. А мы возьмем эту республику и обратно заберем. Это все равно псевдогосударство. Украина создали австрийцы. Потом Ленин. Потом Ленин. Казахстан вообще даже не Ленин, Назарбаев создал. Зачем это вообще существует? Это все пародия. Вот это же их идея. И Назарбаев в своем, я бы сказал, властолюбии, даже и в своем стремлении, так сказать, увидеть собственные памятники при жизни, подыграл этой антиказахской идее.